Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами заместитель прокурора Янтикского района Афанасьев Андрей Владимирович. В своих выступлениях я бы хотел осветить какие-то определенные проверки, которые проведены нашей прокуратурой в последнее время, наиболее актуальны и интересны для вас, а также разъяснить требования законодательства, в частности, вновь введенных в последнее время норм закона. Итак, прокуратура района на постоянной основе уделяется внимание исполнению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Такие проверки проводятся ежеквартально. В первом квартале 2018 года нами проведена проверка в одном из муниципальных учреждений района и установлено, что в январе текущего года учреждением был заключен договор на закупку газа для нужд учреждения на 2018 год. Соответствующее извещение о проведении закупки на сумму около 138 тысяч рублей было опубликовано на сайте госзакупок. Там же размещена необходимая документация по данной закупке. В соответствии с требованиями действующего законодательства запрещается заключение договоров по результатам закупок с нарушением объявленных условий. В нарушение требований данного закона директором учреждения был заключен договор на закупку природного газа на сумму 177 тысяч рублей, тогда как фактически закупка была объявлена на сумму 138 тысяч рублей. Тем самым был заключен договор с нарушением предварительных объявленных условий. Такое нарушение законодательства может повлечь за собой невозможность оплаты своевременных средств за поставленный природный газ. В частности, до учреждения доведены определенные денежные средства, закупка осуществлена на более крупную сумму. Соответственно, денег не хватает и может повлечь за собой негативные последствия для поставщика данных услуг, в частности. Особенно характерна эта ситуация для субъектов бизнеса, когда в результате недоплаты со стороны государственных органов, муниципальных и государственных учреждений возникает задолженность по оплате труда перед работниками субъектов бизнеса, различных налогов, платежей и иных взносов, связанных с начислением по заработной плате. По фактам данных нарушений в отношении директора муниципального учреждения принято решение о возбуждении административного дела по части 7.32, части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ее же адрес внесено представление об устранении требований нарушения действующего законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на контроле. Прокуратурой Янтикского района проведена проверка по обращению работников одного из учреждений муниципальных Янтикского района. В своем обращении работники сообщали, что директор учреждения с них незаконно собирает денежные средства на содержание имущества муниципального учреждения. Нами незамедлительно по данному обращению организована соответствующая проверка и собран материал. В ходе прокурорской проверки было установлено, что директором учреждения незаконно, в нарушении требований действующего законодательства, устава муниципального учреждения, было высказано требование в адрес работников о сборе денежных средств на содержание имущества данного учреждения, в частности, на изготовление вывесок с графиком работы и иных подобных материалов. В общей сложности с работников директор собрал более 13 тысяч рублей. Добровольное согласие работников на представление данных средств не поступало. Получено не было. В соответствии с законодательством содержание имущества муниципального учреждения осуществляется исключительно за счет добровольных пожертвований и в основном за счет средств, предоставленных из соответствующих бюджетов на содержание данного муниципального образования и муниципального учреждения. По фактам выявленных нарушений прокуратурой в отношении директора муниципального учреждения возбуждено административное дело по статье самоуправства, и постановлением мирового судьи директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, в адрес главы администрации Янтикского района по факту выявленных нарушений в подведомственном им учреждении внесено представление. По результатам рассмотрения представления собранные денежные средства с работников учреждения возвращены им в полном объеме. Прокуратура Янтикского района особое внимание уделяется законности муниципальных нормативных правовых актов, изданных в сфере муниципального контроля. Такие нормативные акты изучаются в течение 30 дней с момента их принятия. Кроме того, мы проводим ежемесячные сверки на предмет необходимости внесения в муниципальные правовые акты необходимых изменений в связи с изменившимся федеральным законодательством. В текущем году нами были проверены нормативные правовые акты органов местного самоуправления Янтикского района, в частности, административные регламенты в сфере осуществления муниципальной функции по контролю торговой деятельности, нормативные акты приняты во всех поселениях района. Изучением данных нормативных актов было установлено, что в них в нарушении требований законодательства установлены
сокращенные сроки уведомления субъектов предпринимательства о начале проведения плановых проверок. В частности, в соответствии с законом, такой срок должен составлять не менее чем 3 дня до начала проведения проверки. Локальными нормативными актами сельских поселений срок был сокращен менее 3 дней. Тем самым такое нарушение могло повлечь за собой несвоевременность уведомлений субъектов бизнеса. В частности, они могут несвоевременно представить необходимые для проверки документы и иным образом к ней подготовиться. Кроме того, изучением данных административных регламентов было установлено, что в них в нарушении требований законодательства не установлены особенности проведения проверок в отношении субъектов малого бизнеса. Хочу напомнить, что в настоящее время федеральным законодательством введен мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства до 31 декабря 2018 года. Особый порядок установлен, но по общему правилу такие плановые проверки проведены быть не могут. Между тем, в административных регламентах по осуществлению торговой деятельности сельских поселений Янтикского района такого ограничения установлено не было. Соответственно, должностные лица органов местного самоуправления при реализации данных регламентов могли проверять требования закона у субъектов малого предпринимательства, что законом запрещено. По результатам прокурорского вмешательства приняты меры прокурорского реагирования. Принесено 10 протестов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Их исполнение контролируется прокуратурой района. С 1 января 2018 года в федеральное законодательство внесены изменения в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Федеральным законом о противодействии коррупции дополнен новой статьей «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения, освобождения от должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения подлежат размещению в соответствующем реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В настоящее время порядок введения такого реестра и опубликования в них сведений установлен соответствующим постановлением правительства Российской Федерации. Прокуратурой Янтиковского района проанализировано исполнение требований законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. Возникают случаи в прокурорской практике, когда родственники, законные представители, в частности родители несовершеннолетних, вовлекают своих детей в употребление спиртных напитков. Я хочу напомнить, что в соответствии со статьей 6.10 частью 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1500 и до 1600 рублей соответственно. За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена уже уголовная ответственность статьей 151 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, от 1 года до 2 лет, либо в крайнем случае лишения свободы на срок до 4 лет. Напомню, что систематическим вовлечением в употребление спиртного является вовлечение несовершеннолетнего 3 раза, не менее 3 раз в вовлечение спиртных напитков. И в том числе случаи, когда ранее родитель привлекался к административной ответственности за данное деяние. Из практики прокурорского надзора хочу привести вам определенный пример. Так, 38-летний житель Янтиковского района в конце августа и в начале октября 2017 года вовлекал несовершеннолетнего пасынка, которому было на тот момент 16 лет, в употребление спиртных напитков. Причем его выявляли сотрудники полиции. Он дважды привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ. Ему назначался административный штраф. Однако должных выводов для себя он не сделал. И в конце октября 2017 года вновь склонил несовершеннолетнего пасынка в употребление спиртных напитков. То есть предложил ему распивать, и совместно они сидели за столом, распивали спиртное. Этот факт был также установлен и выявлен сотрудниками полиции. Учитывая, что в действиях взрослого человека были признаки системности вовлечения в употребление спиртного, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151 Уголовного кодекса. Дело утверждено, обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено на рассмотрение в Урмарский районный суд. Приговором Урмарского районного суда от 17 января 2018 года
гражданин привлечен к уголовной ответственности, признан виновным полностью, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 480 часов.